Из Севастополя на Красную площадь. Город воинской славы Владикавказ сегодня встретил участников автомарша «Эстафета памяти». Многодневный пробег является ежегодной масштабной акцией, призванной почтить память героев, отдавших свои жизни за свободу Родины. Участники возложили цветы к вечному огню на мемориале славы и торжественно развернули копию Знамени Победы. За 4 года существования проекта к полотну прикоснулись тысячи рук. Международный проект «Наша Великая Победа. Автомарш» начал свой путь, свой поход 17 марта в городе-герое Севастополь. На данный момент мы прошли уже 18 городов, в том числе и захватили Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. На пути у нас в нашем походе 55 дней, 90 городов и 25 тысяч километров пути. На мемориале славы участников марша встречали представители общественных, студенческих, молодежных и религиозных организаций. Участников со всей России и стран СНГ приветствовали и представители правительства Северной Осетии. Трудно переоценить значение сегодняшнего мероприятия. Уже 4 года автопробег международный, наша общая победа живет, объединяет молодежь, не только которая участвует в этом автопробеге, но и тех людей, которые являются принимающей стороной этого автопробега. И сегодня мы в одном едином порыве провели эту акцию. Я думаю, что она получилась. Я думаю, что равнодушных сегодня не осталось. С патриотической речью выступил координатор международного проекта Олег Слюсаренко. Он поблагодарил владикавказцев за теплый прием и активное участие в общественно-патриотическом проекте «Наша Великая Победа», приуроченной к празднованию 70-летия победы народов СССР в Великой Отечественной войне. В общей сложности в этой акции приняли участие более 200 человек. Следом за Владикавказом участников эстафеты памяти будут встречать Брест, Дербент и Мурманск. Залина Губурова, Ника Доева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.